Дорогой дневник. 4-й день начался без происшествий. Смогла прийти на работу вовремя, а это уже достижение. Завтракала блюдом, в составе которого нет майонеза. Похоже, праздники выводятся из организма. На календаре первый рабочий четверг 2023 года. Вы там как? Держитесь? Если пока что тяжеловато, не расстраивайтесь. В эфире программа «Студия 11», и нам всегда есть о чем рассказать. До самой волшебной ночи мы делились праздничными лайфхаками, а теперь советы будут направлены на восстановление режима. О чем интересненьком расскажем сегодня, узнаем из анонса. Отдаем должок нервной системе. Входим в рабочие будни с улыбкой на лице. Фестиваль современной коми-песни «Василей» радует республику уже 30 лет. Во что бы поиграть? Развиваем ребенка в компании Оксаны Булановой. За долгие выходные мы привыкли находиться в расслабленном состоянии. Потому тот же выход на работу стал своеобразным стрессом для нашего организма. Если вы до сих пор не влились в процесс, слушайте внимательно. Потратьте несколько минут, чтобы разобрать завалы документов, ненужные файлы, прошлогодние бумажки с напоминаниями и другие предметы перед тем, как приступить к работе. Не стоит откладывать уборку на потом. Велика вероятность, что куча будет только расти и отвлекать вас от более важных дел. А еще сразу после каникул неплохо было бы составить список важных дел. Поверьте, этому стоит уделить внимание, даже если вы обладатель феноменальной памяти. За почти 10 дней отдыха наш мозг поотвык планировать и идет путем наименьшего сопротивления, стараясь позабыть все на свете. На время работы отключите уведомления в социальных сетях и удалите приложение, чтобы точно ничего не похитило ваше внимание. Отведите себе время после работы или в обеденный перерыв, чтобы проверить соцсети и пообщаться с друзьями. Так вам будет легче сосредоточиться на важных задачах. И, конечно, балуйте себя. Это придаст сил для новых дел. 13 января, в канун Старого Нового года, в Усть-Куломе отгремит ставший уже традиционным фестиваль современной коми-национальной песни «Василей». За 30 лет он получил всенародную любовь и высокое признание, то и неудивительно. Василей радушно принимает участников конкурса, самодеятельных авторов современной коми-песни, добрых зрителей и высоких гостей. А о том, как все начиналось, в нашем следующем сюжете. Это не просто конкурс, а настоящий праздник любви к родной земле. 30 лет назад в Усть-Куломе 3 Василея – Гущин, Ладыгин и Чувиров – решили провести фестиваль современной коми-песни. И очень быстро событие районного масштаба стало республиканским. Василей получил признание, его искренне любят и ждут. Василей, Василей, Двоих основателей Василея уже нет в живых – Василия Чувирова и Василия Ладыгина. Это интервью наш телеканал записал в 2018 году для проекта «Коми Инкогнито». Первый раз мы собрались в 1993 году. Нас было 7 единомышленников. После съезда Коми народа нам дали простор для фантазии. Первая мысль пришла в голову – нет коми-песен. В то время песни писали в основном Вацлав Мастеница и Яков Перепелица. А где остальные? Разве их нет? 3 Василея сидели ночами, готовились, приглашали старожилов, чтобы сделать по-настоящему народное гуляние, где звучат не только песни, но и добрые шутки. Эта традиция сохраняется и сегодня. Были народные персонажи, они буквально из жизни взятые, как они в жизни себя вели, так они и на сцене у нас работали. То есть вот какой-то такой совершенно народный театр, но очень высокой культуры. Василей сравнивали со свежим дыханием. Фестиваль открывал новые имена коми-композиторов, поэтов, исполнителей. Песни, прозвучавшие на конкурсе, пополняли репертуар не только самодеятельных, но и профессиональных вокалистов и коллективов. Конечно, 30 лет назад, вспоминает Марк Новоселов, все было гораздо скромнее. Я был на первом фестивале. Мы были с Эльфией Каратаевой. Но тогда этот фестиваль был районный, я уже говорил. Вот я сам ей аккомпанировал.
Вот пела она тоже Лебеджишина пела, Висер Вожин пела, вот, ну, известные песни, которые сейчас звучат по всей республике. Конкурс, как и вся наша жизнь, не стоит на месте, развивается и даже вызывает споры. И все-таки вся история Василея – это чистейший родник, утверждал первый режиссер фестиваля, профессор Московского университета культуры и искусств Игорь Скляр. Творчество нельзя погасить в душе людей. И вот то, что Василей дает раскрыться индивидуальностям и неожиданностям. 30-й юбилейный фестиваль, по задумке организаторов, раскроет тайну невероятной творческой силы людей, живущих в Коми, и расскажет об Усть-Куломской земле, как о родине Василея, праздника народной музыки и песни. В этом году на сцену Усть-Куломского дома культуры выйдут больше 100 артистов. Для некоторых фестиваль, а точнее участие в нем, стал доброй зимней традицией. Уроженка села Кирчомья Наталья Бутикова-Троилина сверкала практически на каждом Василее, и сегодня она в нашей студии. Наталья, приветствуем вас, рады видеть. Здравствуйте, тоже очень приятно. Вот вы поделились перед записью, что на сцену Василея вы выходили аж с 6 лет. Да, изначально с самого первого Василея с 1993 года. Ничего себе, вот помните вообще этот выход на сцену? Честно, самый первый Василей, как-то не отложился сильно в памяти, потому что мы в основном, когда были маленькие, участвовали в большей степени в массовке и в каких-то общих песнях. Ну как вообще, как я поняла, затянуло вас? Да, можно так сказать, что затянуло. Я вот уже отметила, что участвовали вы не в каждом Василее, то есть вот по скромным подсчетам. Сколько раз выходили на сцену? Примерно 25. Пропускали хоть по уважительным причинам? Конечно. Это ваша такая, так скажем, уже традиция семейная? То есть вообще как так получилось, что вы именно попали на этот фестиваль, в этот праздник, вошли в эту историю? Так как я сама уроженка Усть-Куломского района, села Кирчомья, и когда меня папа привел в наш образцовый коллектив «Козин», где он был аккомпаниатором, как раз-таки Козин всегда участвовал в разных непосредственно районных мероприятиях. И как раз-таки организовали Василей, конкурс. И нас пригласили, наш руководитель подготовил нас, выучили какую-то песню, я уже, честно, не помню какую, к сожалению даже. И мы поехали в первый раз на этот конкурс, было очень интересно. Вообще каждый Василей – это очень интересно. В этом году что вы покажете зрителям? В этом году я буду петь песню, номинация про родину, про Коми край Василия Яковлевича Гущина. Вот ни для кого не секрет, что песни Василея, они в первую очередь авторские. Сами ли вы пишете их? Нет, конечно, я сама не пишу. У меня есть мои песни, но я их никуда не выставляю, это слишком лично и для меня. А в основном, естественно, это композиторы, наши коми-композиторы, которые, так сказать, это честь для меня исполнить их песни и дают мне возможность показать их песни. Это очень, на самом деле, волнительно, когда ты в первый раз вообще показываешь песню, нужно ее показать так, чтобы зрители ее поняли, зрители ее приняли и запомнили. Костюм готов? Готов. Расскажите, какой он будет, чтобы хотя бы представить, показать, пока не можем. В этом году у меня более классический стиль, не сильно народный, то есть в этом году я не надену народное платье. Есть такая своеобразная изюминка, потому что песня, на самом деле, для меня в этом году не очень обычная, потому что она не совсем в том жанре, в котором я обычно представляла. Да, обычно это какой жанр? Лирика. Лирика – это про любовь, да, а здесь будет… не буду до конца говорить, что, конечно, правильно, осталось секретом, да. Но песня, на самом деле, мне очень понравилась из-за того, что здесь можно раскрыть полностью объем своего голоса, показать, так сказать, диапазон. Далее песня очень сильно, как сказать, человеку дает понимание гордости и любви к своей родине, потому что там такие слова, и музыка настолько подобрана к словам правильно, и настолько идет восхваление нашей Коми, родной земли, и это просто удивительно. Я была восхищена, когда первый раз вообще пропела эту песню по нотам, потом услышала оркестровку, и просто слезы подступили к глазам. Да. Вот вы так рассказываете, я понимаю, что, в принципе, Василей вам дал многое. Я думаю, не только в плане эмоций.
Вот поделитесь так вкратце, за 30 лет, что же вам подарил Василий? Конечно, это очень много дает возможности показаться на сцене, в смысле того, что опыт, да, сценический опыт, это очень важно. И для ребенка, когда ты из глубинки, да, из деревни, выходить уже, это все-таки для меня было тогда, в то время, большая сцена. Не наш ДК, да, в селе, а это в районный дом культуры, большой зал, и преодолевать волнение, да, новые песни ежегодно, да, пополнять свой репертуар, еще с той стороны, что ты какие-то более сложные уже начинаешь песни исполнять, да, то есть и вокальные возможности свои улучшаешь, много новых знакомств. Далее это, конечно же, когда ты смотришь на других уже именитых артистов и черпаешь от них, смотришь, что же можно от них взять такого, да, интересного, чтобы у них поучиться чему бы. Ну, в общем, на самом деле конкурс очень хороший. Я вообще очень рада, что родилась именно в Усть-Коломском районе. И Василий – это для меня, ну, родной праздник, как с детства. То есть я, в принципе, каждый, если даже не участвовала, всегда наблюдала за ним. Ну что ж, Наталья, пусть и праздник этого года пройдет с таким же добрым, творческим настроением, а вот волнения я вам все-таки желаю, но не подумайте, что я такая злюка, это должно быть Это такое... правильно. Да, приятное волнение. Спасибо вам большое и удачи на сцене Усть-Коломского ДК. Спасибо большое. Современные технологии значительно упрощают нам жизнь. Уже никто не удивляется факту, что в режиме реального времени можно пообщаться с человеком с другого конца земного шара. С помощью смартфона можно записаться к врачу одним кликом или собрать пакет документов для процесса купли-продажи недвижимости. Ну, красота! Сотрудники Росреестра тоже идут в ногу со временем для вашего удобства. Всем правообладателям объектов недвижимого имущества мы рекомендуем представить сведения о своем электронном адресе. Зачем это вам нужно? Имея в распоряжении ваш электронный адрес, мы вам оперативно сообщим, что происходит с вашим объектом недвижимого имущества. Например, поступило постановление судебного пристава-исполнителя об аресте либо запрете. И с 1 января 2023 года такое заявление вы можете подать абсолютно бесплатно путем заполнения формы в личном кабинете на сайте Росреестра. Совместные продолжительные выходные. Именно они максимально оголяют всю правду о родительско-детских отношениях. Весело ли вам вместе? Есть о чем поговорить, а играете вы часто? Эти вопросы необходимо задать себе, взрослые, и ответы проанализировать. А если вам кажется, что за праздники вы переиграли со своим малышом во все, что только можно, спешу вас разочаровать, точнее обрадовать. Игру можно придумать из чего угодно. Как познакомить малыша с геометрическими понятиями? В этом нам поможет кубик и лист, на котором изображен портрет малыша. Только посмотрите, у нашего малыша нет прически. Давайте попробуем ее создать вместе. Для этого на кубик рисуем линии. Их великое множество. Ломаная линия, прямая, кривая линия, волнистая. Вот какая интересная спираль. Конечно, сразу ребенок все не запомнит, поэтому в игре будет намного интересней и понятней. Для этого кидаем кубик, смотрим, какая выпадает линия. Называется спираль. На что же она похожа? Что напоминает вокруг такую линию? Затем берем фломастер, который стирается, и рисуем данную линию вместе с малышом. Вот такая удивительная прическа получилась у нашего мальчика. Даже точные математические понятия можно изучать, играя.
Половина нашего инфозабега официально завершена. Приступим ко второй его части после небольшого перерыва. Не переключайтесь. И снова здравствуйте! Мы на экранах, а это значит, что ближайшие 10 минут будут по-настоящему веселые. А чем они наполнены, расскажу в анонсе. Всегда вместе укрепляем отношения и мышцы. Кубок России. Сыктывкар стал местом проведения 6-го этапа соревнований по лыжным гонкам. Город темных ночей и светлых людей. Фильм о Воркуте снял житель Заполярья. Некоторые придерживаются мнения, что спорт, как и дальних родственников, лучше любить на расстоянии. Действительно, многим, чтобы начать и продолжить занятия, не хватает мотивации. Тренировки в одиночестве быстро надоедают. И тут есть выход. А что, если попробовать вовлечь в занятия своих близких или любимых? История одной спортивной пары в нашем следующем сюжете. Нас встречают Иван и Светлана Марковы. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Друзья мои, расскажите, чем вы занимаетесь? В зале мы помогаем людям становиться более красивыми, подтягивать фигуру, решать некоторые проблемы со здоровьем. К этому пришли уже довольно давно. Я занимаюсь этим более 10 лет. Все начиналось с самостоятельных занятий спортом, просто с интереса того, как это происходит, как нужно строить тренировки. То есть сначала тренировался, а потом решил, что сам хочешь попробовать людей направлять? Да, захотелось просто помогать людям. Я с детства в спорте, я мастер спорта художественной гимнастики. Вот. Также пришла в зал, попробовала, мне понравилось. Сначала тренировалась самостоятельно, вот, потом захотелось помогать людям. Скажите, пожалуйста, сколько времени и сил нужно тратить ежедневно на то, чтобы выглядеть так же шикарно, как вы? В зависимости от того, каких высот вы хотите достигнуть. То есть, если иметь красивое подтянутое тело, то от 2 до 4 раз в неделю. То есть занятие в среднем длится от часа до 1,5. Плюс надо будет соблюдать определенный режим питания, сна. Чем более тщательно вы все это будете соблюдать, тем более выраженный и более быстрый результат будет. Все тренировки мы начинаем с кардиоразминки, чтобы немножко повысить пульс, поднять температуру тела и подготовить организм к нагрузкам. Спинку держим прямо, давим на тыльную часть бедра, ноги разводим в сторону. Опускаем до касания груди. Обязательно до касания? Да. Гантели у нас в руках, локти присогнуты, руки поднимаем до параллели пола, локти смотрят назад, опускаем вниз. Проходим к прокачке моих хиленьких ручек и будем качать бицепс. Приподнимаем штангу, да, и выполняем сгибание. То есть здесь будут работать у нас мышцы бицепсов. Руки прижаты к телу и выполняем сгибание, разгибание рук.
Кубок России по лыжным гонкам 2022-2023 года стартовал 19 ноября в Республике Хакасия. И вот сегодня дошел до Сыктывкара. Столица Коми стала местом проведения 6-го этапа соревнований. О том, как пройдет спортивное событие, куда съедутся лучшие лыжники региона и страны, нам расскажут гости нашей студии. Алексей, Ольга, приветствуем вас. Здравствуйте. И перед тем, как все-таки поговорить о Кубке России по лыжным гонкам, хотелось бы уточнить санкции. Они как-то повлияли на лыжный спорт в принципе? Ну, для сборной команды Республики Коми международные санкции не оказали никакого особого влияния. То есть наша задача остается прежней. Это достойное выступление на всероссийских соревнованиях и подготовка молодежного резерва в сборной команды Республики Коми и Российской Федерации. Единственным каким-то отличием это то, что сборная команды России в полном составе участвует в этих соревнованиях. Но для нас это только большой плюс, потому что молодые лыжники смогут посмотреть на ведущих лыжников не только России, но и мировой элиты, которые стали известны в последние годы. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спецов, наша Юлия Ступак, Илья Семиков, Илья Порошкин. Они смогут посмотреть, как лыжники выглядят и ведут себя в быту, как подводят себя к соревнованиям, проводят разминку, заминку. Это, естественно, огромный плюс и опыт. Такое формирование спортивного сознания, это на самом деле, Конечно. да, согласна. Плюс, Ольга, вы же участвуете не впервые. Поделитесь своими успехами вообще, именно вот что касается Кубка России. Ну да, на самом деле Кубок России, я так немножко прикинула, на своем счету уже 13-й раз я выступаю в Кубке России. К счастью, практически каждый год Кубок России принимает наш родной Сыктывкар. Ну и, наверное, самым высшим достижением было это, когда в 2016-м я выиграла Кубок России. Желаем, чтобы у вас обновилось это воспоминание, и 2023 теперь вошел, так скажем, в список достижений. Вот если говорить о дисциплинах, какие дисциплины ждут спортсменов на Кубке России, на 6-м этапе Кубка России в Сыктывкаре? На этих соревнованиях запланированы 3 дисциплины у нас. Это спринт, индивидуальная гонка свободным стилем и скиатлон. Скиатлон – это где, получается, спортсмены бегут сначала дистанцию классическим стилем, потом переодеваются и заканчивают дисциплину свободным стилем. На мой взгляд, программа составлена очень сбалансированным образом, потому что здесь себя могут проявить как и спринтеры, так и дистанционщики. И также, так как соревнования проводятся и свободным, и классическим стилем, спортсмены смогут себя проявить как универсалы. То есть самая прекрасная программа, на мой взгляд. 3 дня будут идти соревнования. Все верно. Здорово. И мужчины, и женщины любого возраста примут в них участие. Кубок России – это соревнования всероссийского уровня. И, естественно, здесь таких жестких ограничений нету, но участвуют сильнейшие лыжники регионов Российской Федерации. Это, как правило, элита, и составляет она около 250-300 человек. Это все вместе мужчины и женщины будут участвовать. Ольга, ваша любимая дисциплина? Вот уже Алексей немножечко раскрыл, как будут выглядеть вообще сами соревнования. Ваша любимая дисциплина какая из перечисленных? Ну, на самом деле у меня нет, скажем так, сильно любимых дисциплин. В хорошем физическом состоянии я неплохой универсал, поэтому все зависит от того, какое у меня будет самочувствие на время старта этих соревнований. Если все хорошо будет, то, дай бог, получится все гонки. Я знаю, что горожане, гости столицы, кто-то вообще гости республики могут приехать и поболеть за спортсменов, просто провести время с семьей на стадионе, где будут проходить мероприятия. Так ли это? Да, большое спасибо организаторам. В этом году они постарались, и будет организован транспорт дней соревнований. Это 12, 13 и 15 января. Также будет организована ярмарка выходного дня на территории комплекса, то есть где зрители смогут попить чай, перекусить и, соответственно, самое главное, увидеть своих кумиров, лыжников, взять автографы у них, сфотографироваться. Я думаю, все это получится, воочию увидеть их. Вход будет на стадион, на территорию комплекса свободный, на трибуны, соответственно, и будет трансляция организована в социальных сетях. Всю информацию вы можете ознакомиться в группе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Петровны Сметаниной. Ну что ж, спасибо вам большое за информацию. Желаем спортивных побед, и пусть Кубок России, 6-й этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет драйвово. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо огромное. Да, нам очень важна поддержка, и ждем всех на соревнованиях.
Город темных ночей и сильных людей. Серьезно, полярные ночи воркутинцам совсем не страшны, ведь там живут люди, которые освещают все вокруг. Недавно на просторах интернета появился фильм о Воркуте. Яркая и красочная лента сразу привлекла внимание пользователей сети и получила огромный отклик в виде комментариев и лайков. Смотря программу по телевизору, на кнопку «Мне нравится» нажать не получится, но вы можете перейти в нашу группу ВКонтакте и оценить этот материал там. Хотя что это, я бегу раньше поезда. Давайте сначала познакомимся с материалом. К этой минуте у меня все. Будьте яркими, сверкайте и дарите всем вокруг хорошее настроение. В эфире была информационно-развлекательная программа «Студия 11». Меня зовут Алена Туркина, и было весело. Увидимся!